Встаньте, Паша, начинаем. Встаньте, давайте. Женя, чуть-чуть волшебно. Там не меньше. Когда начнем волшебно? Ашу не видно. Поближе на первое. Я знаю. Молодец. Ой, Так. это мы. Правда? Здорово. Так, стремительно. Встаньте, смотрите, чтобы ровно было. Женя поближе. Женя, Женя поближе еще. Лили. Что-то... Ну, посмотри, где ты, Жень. Подождите сейчас. Все, И да? немножко выше головы. Да? Не влезает. Голова уваливается. Немножко подальше, да, чуть-чуть. Повыше. Сразу начинать. Поближе, наоборот, туда чуть-чуть поближе. Женя, теперь ты. Что можно? На всю Подождите. трансляцию, да. Все, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы начинаем наш очередной вебинар, посвященный Дням славянской письменности и культуры. Вас приветствуют учащиеся из Центра вдохновения, детского центра дополнительного творчества, который и посвящен именно этому празднику. Пожалуйста. Вот. Святые Кир и Мефодий пред нами, их праздник великий и славный на чте. Украсьте же дети их, украсьте же дети иконы цветами. Следующий 400 начинаем. Простые буквы, не иск ли это? Не брызги ли это небесных лучей? Снопами великого вечного света они высияли в жизни людей. Самой истории навеки, земле в советчике надам. Бывают языки, как реки, а русский это океан. В бою, в пути, в полуработы, над книгой за станком мы покоряем все высоты, владея русским языком. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя проведем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Спасибо. Мы благодарим наших детей. Дети. Вам всем вот, Мальчики. по этой книжечке. Спасибо за выступление. Уважаемые коллеги, празднование Дней славянской письменности должно проходить в каждом регионе Российской Федерации, в каждом муниципалитете. И своим опытом работы по празднованию Дней славянской письменности и культуры сейчас поделится очень коротко Овчинникова Мария Ивановна, педагог из Центра вдохновения. Пожалуйста, Мария Ивановна. Валентина Ивановна, простите. Здравствуйте. Данный проект позволяет нам прикоснуться к истокам родной культуры, знакомиться с именами своих первоучителей, тех, кто создал азбуку для славян, написал первые тексты и книги на славянском языке, положил начало школьному обучению и книжному богатству славян. Азбука является главной книгой для всех людей. По ней учились наши дедушки и бабушки, мамы и папы. По ней учимся мы читать, писать, правильно разговаривать. Она учит людей быть добрыми, заботливыми, умелыми и самостоятельными.
а умные люди приносят пользу своей родине. Раньше буквы имели свое исконное название, но со временем утратили это. Ас превратился в букву А, Буки в букву Б, Веди в В. Начертание букв упростилось, а многие из них и совсем исчезли из употребления. Азбука перестала быть для нас священным писанием и напутствием в жизнь. Поэтому имеет смысл рассказать детям то, чем являлись раньше буквы, какой смысл они имели. И на проекте, помимо того, как рассказать детям о создании азбуки и жизни святителей Кирилла и Мефодия, необходимо было детям объяснить, что значит праздник День славянской письменности. Ведь кем бы мы были без письменности, неучими, мы были бы просто людьми без памяти, не могли бы передавать информацию, не смогли бы делиться нашим опытом с нашими потомками. Поэтому мы должны быть благодарны нашим святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. С детьми мы рисовали вот этот плакат. Первым дети рисовали буквы. Рисовали мы буквицу, так как она является символом творчества славянской письменности. А в старые времена, чтобы написать книгу, допускали не всех людей, а допускали людей грамотных, художественно одаренных. Поэтому и на книгу для написания одной книги уходило несколько месяцев, а то и годы. Первым этапом дети нарисовали буквы, нарисовали их крупно. Каждый ребенок нарисовал по одной буквице. В основу начертаний буквы легла кириллица. Выбрали красный цвет, так как раньше буквицу покрывали красной краской киноварь, а украшали наши буквицы пером и тушью. Далее нашли готовое изображение Кирилла и Мефодия и объединили в одну общую композицию в технике коллаж. Текстом для нашей коллективной работы послужила тема нашего занятия «Аз да буки, вот и все науки». Спасибо. Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемые коллеги, вот мы с вами видим, что наши педагоги уже начали подготовку к Дням славянской письменности и культуры. А мы сейчас с вами обсудим эту проблему с педагогической точки зрения. Итак, Дни славянской письменности и культуры в системе образования Республики Коми. Праздник День славянской письменности и культуры – это праздник государственный. И отмечают его не только в России, его отмечают, как здесь мы уже слышали, в очень многих странах мира, где основу населения составляют славяне. Вставай, народ, вздохни всей грудью, заре навстречу поспеши, и азбукой тебе подаренной судьбу грядущую пиши. Надежда, вера греет души, наш путь тернистый, путь вперед. Лишь тот народ не погибает, где дух Отечества живет. Начало этому празднику было положено указом номер 323 бывшего тогда президентом Дмитрия Анатольевича Медведева. И этот указ назывался «О праздновании Дней славянской письменности и культуры от 16 марта 2010 года». В основе этого документа лежат следующие идеи.
в каждом регионе должен быть организован комитет по подготовке дней празднования славянской письменности и культуры. Должно быть разработано положение. Вот эта программа должна быть финансирована. И задача оргкомитета, согласно положению, это разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению к данному празднику. Вот, следуя этому указу, который вот является действующим, с 2010 года мы с вами и работаем. Если говорить об инициативе, то инициаторами широкого празднования этой даты были в России это Клыков Вячеслав Михайлович, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, очень известный и талантливый скульптор, а у нас в республике это Кулаков Иван Егорович, который являлся председателем Государственного совета нашей республики. И я думаю, что при подготовке и праздновании этой замечательной даты мы не забудем имена этих людей и будем им тоже благодарны за тот вклад, который они внесли в утверждение этой знаменательной даты. А начиналось все в 2000 году. И первым, кто начал эту работу в республике по инициативе Ивана Егоровича Кулакова, это был Институт развития образования. Институт развития образования, вот увидите здесь очень большое количество, это только малая часть тех программ, которые были созданы вот к маю каждого года. И началось все с очень маленького круглого стола. Собрались люди, которые также были единомышленниками, обсудили проблему. На следующий год уже педагоги, целая группа провели замечательный фестиваль, первый фестиваль православных педагогов, который продолжался 3 дня вот в это празднование. И так далее. В рамках Дней славянской письменности и культуры проводилось очень много мероприятий, и конференции, и чтения, и круглые столы, также кинолектории. Поэтому опыт проведения этой работы накоплен нами достаточный. Какие формы работы опробованы, интересны, и какими можно воспользоваться? Мы предлагаем воспользоваться как традиционными формами проведения этого праздника в образовательных организациях, а также и интерактивными. Но, наверное, самыми такими распространенными, самыми близкими для детей более младшего школьного возраста является праздничный утренник, монтаж, небольшую частичку которого вы сейчас здесь слышали. Это сценарий, исполнение сценария, инсценирование басен, притч, проведение викторин, интернет-викторин. Вот с 15 мая в этом году, в 2018 году, будет проведена для учащихся старших классов интернет-викторина. Мы приглашаем для участия в этой викторине и педагогов, и школьников. Вот широко празднуют этот день наши библиотеки. И поэтому мы не можем не использовать возможности библиотек, чтобы объединиться вместе с ними, и чтобы этот праздник был радостным, светлым, интересным. Пожалуйста, библиотечные уроки как форма проведения праздника, посещение памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и беседа. Такая форма может быть использована жителями города Сыктывкара, учителями города Сыктывкара и школьниками, потому что мы проводим ежегодно эту встречу у памятника 24 мая, а также планируем посещение храма, экскурсия по храму и участие в праздничном концерте. По широкой Руси нашей матушке колокольный звон разливается,
Ныне братья святые Кирилл и Мефодий за труды свои прославляются, вспоминают Кирилла и Мефодия, братьев славных равноапостольных в Белоруссии, в Македонии, в Польше, Чехии и Словакии. Хвалят братьев мудрых в Болгарии, в Украине, Хорватии, в Сербии. Все народы, что пишут кириллицей, что зовутся издревле славянскими, славят подвиг первоучителей, христианских своих просветителей. Мы предлагаем лучшие стихи, которые есть и в этой презентации, и в методических материалах, также использовать для составления собственных сценариев и монтажей. Каким материалом пользоваться? Мы, конечно, пользуемся литературой, книгами. И среди этих материалов являются книги очень интересные, светлые, книги Василия Давыдовича Резабекова. Посмотрите, «Святая сила слова», «Тайна русского слова», «Русский язык как Евангелие» и многие другие. Также по материалам книг Василия Давыдовича Резабекова созданы видеобеседы. И у Василия Давыдовича Резабекова таких видеобесед очень много. Сноска, где можно найти эти видеобеседы о русском слове, вот здесь она внизу, и можете обратиться к этой сноске. Василий Давыдович Резабеков удивительный человек. Он влюблен в русскую литературу, в русскую культуру, в русский язык. Сам по национальности азербайджанец, он не отказывается ни от своего родного языка, ни от своей родной культуры, но он является одновременно и пропагандистом, можно сказать, популяризатором русского языка, его духовного смысла. Самое интересное то, что Василий Давыдович берет слово, глубоко проникает в его смысл, в его суть и выводит нас на очень важное понимание духовных основ и смысла жизни. И, наверное, это самое ценное, что в его видеобеседах. У нас вы можете в институте взять эти видеозаписи, если вы вдруг не найдете где-то их в сети интернет. Пожалуйста, мы вам их предлагаем. Они будут интересны детям. Мы их использовали в наших мероприятиях, и надо сказать, что они очень хорошо работают. Основа их – духовно-нравственное воспитание. Среди книг мы также рекомендуем обратиться к работам Владимира Семеновича Миловацкого. И одна из самых его близких и дорогих нам книг – это об экологии языка. О том, что нужно язык защищать, почему нужно защищать язык, как его защищать. Вот вы здесь видите вот эту книгу об экологии слова, об экологии языка. Она несколько лет переиздавалась, эта книга, несколько раз, простите. Вот здесь, в этой части этого слайда, вы увидите только часть содержания данной книги. Посмотрите, отступление о смысле покаяния, предыстория об экологии слова, об информационном поле биосферы. Он обращается и к вопросам научно-популярного характера. Экология слова и наследственный код народа. Что в имени тебе моем, это о смысле имени в русском языке, у русского народа и так далее. Вопросы очень интересные рассматривает. И надо сказать, что эта книга, она небольшая по объему, она будет интересна также и детям для их проектов и для их выступлений, если они будут готовиться к каким-то конференциям. Кроме этого, у Миловацкого есть и другие книги. Например, вот «С думой о России», «Руссия». Обратите внимание, что автор этот связывает очень тесно, он не разделяет русский язык и русскость, он не разделяет русский язык и Россию. Для него быть русским – это значит быть носителем русского, настоящего русского языка. С Татьяной Леонидовной Мироновой, к сожалению, вы, наверное, не видите вот ее изображение, Татьяна Леонидовна Миронова. Мы предлагаем ее книги. Это «Путешествие в Древнюю Русь» книга.
Здесь в занимательной форме рассказывается о том, какой наш язык был раньше, много веков тому назад, когда еще жили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий вот в эти времена. Здесь путешествие в Древней Руси в такой занимательной форме речь идет, и поэтому она будет интересна детям где-то, наверное, 5, 6, 7, 8 классов. Также для более старших классов мы рекомендуем книгу «Крест и меч», где говорится о том, что и составляет основу русской национальной самоидентичности. И книга «Броня генетической памяти». Книга тоже об этом. То есть проблема эта очень волнует Татьяну Леонидовну, и она вот создала замечательные книги по этой проблеме. Следующий автор для более младшего возраста – Борис Александрович Ганага. Борис Александрович Ганага, человек уже в возрасте, очень интересный писатель, продолжает писать книги для детей. Они представляют собой маленькие рассказы, маленькие истории, где в очень доброй, мягкой, благодатной, можно сказать, форме рассказывается о том, каким должен быть человек. И вот посмотрите, первая книга Бориса Александровича, которая здесь помещена, «Детям о слове». Пожалуйста, используйте эту книгу. В сети интернет ее можно найти и скачать. Также «Детям о душе», «Детям о Боге» и другие. И вот здесь целая серия книг Бориса Александровича Ганага. Пожалуйста, рекомендуйте их детям для чтения. Мы читаем и обсуждаем эти маленькие рассказы. По рассказам Бориса Александровича Ганага создана аудиотека, создана аудиотека. И вот здесь, на этом слайде, вы видите частичку, которая взята из методических рекомендаций. Методические рекомендации разосланы руководителям методических объединений, муниципалитетов, учителей РКС, ДНК-НР. Также они будут помещены на портале нашего института, и вы можете свободно ими воспользоваться. На данном слайде вы видите название рассказов Бориса Александровича, которые можно использовать в рамках подготовки к Дням славянской письменности и культуры. Во второй графе, значит, вот первая, это первая графа. Первая графа название, вторая графа очень кратко пересказывается содержание. В третьей графе указывается, сколько времени идет та или иная запись, аудиозапись, а в последней графе предлагаются темы, в которых можно использовать содержание данного рассказа. Посмотрите, обратите внимание, они очень компактные, они не займут много времени на занятии, и 1 минута, 5 минут, вот самое большое 5 минут, и очень полезно. Из различных циклов «Детям о душе», «Детям о молитве», «Детям о вере». Ссылки на интернет-источники вы видите вверху на этом слайде. Много лет мы проводим такую форму работы, как акция. Акция – это, в общем, агитация, это один из видов агитации. Каким образом она проводится? На распечатанных листовочках дается информация о том, что День славянской письменности и культуры – это государственный праздник. Дальше обращение к тому, кто этот листочек получает. Дети 24 мая выходят на улицы города, те педагоги, которые захотели провести акцию, и раздают прохожим на улицах города листочки, в которых есть такое обращение. Если ты говоришь по-русски, если ты любишь Россию, ее культуру и историю, если ты убежден, что слово «это» уже действие,
Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Если тебя оскорбляет ненормативная лексика на ТВ и в СМИ, в транспорте, в кругу твоих друзей и знакомых, значит, ты с нами. Защитим русский язык. Вот это прямое обращение. И также на этом листочке дается информация о том, что такое язык, почему нельзя говорить плохие слова. Ну, то есть вот такая информация, она на листочке имеется, и ее получают люди, которые являются просто случайными прохожими. Мы распространяли очень много, и по 200 листовок распространяли в этот день. Педагоги, желающие провести акцию 24 мая, можете обратиться к нам, мы вам просто дадим сразу то, что уже можно распечатывать. Не нужно специально готовить будет. Это все у нас есть, этот материал. Не работает. Среди интересных форм является конкурс плакатов. Конкурс плакатов, который можно назвать шершавым языком плаката. Вот такую тему дать. Такую форму работы я сама лично использовала в уроке для учащихся 4 класса слово человеческое. И надо сказать, что детям очень нравится такая форма работы. А здесь можно провести и целый конкурс. Мы что делаем? Мы знакомим учащихся, что такое с понятием плакат, с изобразительно-выразительными средствами плаката, показываем примеры плакатов. Вот здесь мы видим взятые из сети интернет, вот два слева. А вот здесь мы видим то, что у нас на уроке получилось в совместной работе чернословие и зачеркнутые крест-накрест линии, что чернословие запрещено. И также мы видим здесь детские плакаты, которые дети выполняют. И надо сказать, что такая работа детям очень нравится. Конкурс плакатов, как одна из форм работы по подготовке к Дням славянской письменности и культуры, я думаю, эффективна. Они могут быть вывешены в коридорах школы в назидание другим детям. Среди материалов, методических материалов, которыми можно воспользоваться педагогу, является разработка Рыбиной Людмилы Ивановны, учителя школы номер 12 города Сыктывкара. Людмила Ивановна является участником конкурса за нравственный подвиг учителя. Ее работа высоко оценивается жюри. И вот вы видите частичку содержания книги, тематику, чем занимается Людмила Ивановна, и небольшие слайды из ее презентации. Что лежит в основе? В основе ее метода лежит постижение духовного смысла слов русского языка на основе составляющих его букв. Мы с вами знаем, что слово, любое слово языка, оно является символом. Любой звук языка, любого языка, тоже является символом. Буква также является символом. У каждой буквы есть своя характеристика. И то, как буквы выстраиваются в том или ином слове, от этого зависит его глубинный смысл, его понимание.
И Людмила Ивановна учит своих учеников именно этому пониманию. А потом дети выходят на сочинения, они пишут миниатюры, они делают доклады, они создают проекты. И надо сказать, что эта работа удивительно интересна. Опыт Рыбиной Людмилы Ивановны тоже будет вместе в одной папке «Дни славянской письменности и культуры» на нашем сайте. Что не работает. Можно. Кроме этого, мы предлагаем вам издание нашего института. Обратите внимание, что книг по данной проблеме выпущено в нашем институте много. Среди них такие, как «Душа обязана трудиться», о культурном пространстве праздника, и в том числе и праздника Дни славянской письменности и культуры. Книги «В пространстве православной культуры» первый и второй выпуск. А также «Надейся, веруй и люби» репертуарный сборник мини-пьес и этюдов для детского самодеятельного театра. Их можно поставить, их можно прочитать по ролям и также ответить на вопросы, потому что после каждой пьесы, миниатюры, в этой книге имеется система вопросов и также выдержки из произведения духовного «Симфония с архимандрита Иоанна Маслова». Последнее методическое пособие – это лингвоэкологическое направление работы в современной школе. Мы считаем, что вот это направление необходимо ввести в план работы, воспитательной работы каждого класса, из 1 по 11 класс, эту работу проводить в системе. Те методические рекомендации, которые будут помещены на сайте института, это одна из глав данного методического пособия. Подробнее мы сегодня остановимся на очень необычной форме, которая называется заочная экскурсия. Заочная экскурсия – это подготовка к Дню славянской письменности и культуры. Заочная экскурсия имеет такую тему: «Москва – сердце славянского русского народа». Это заочная экскурсия по самому центру Москвы. Какова идея? Ради чего мы эту экскурсию проводим? Помогла мне выполнить это методическое пособие Софья Федоровна Иванова. Ее книга «Введение во храм слова». Софья Ивановна, к сожалению, она уже ушла из жизни 4 года тому назад. Это удивительный педагог. Всю свою жизнь она посвятила школе, она посвятила детям, духовно-нравственному воспитанию. Меня очень тронули ее слова, которые она сказала: «Главное увлечение моей жизни – школа. Никаких других хобби у меня никогда не было и нет. Только дети, которых я веду к Господу».
Книга «Введение во храм слова» натолкнула нас еще вот 20 лишним лет тому назад на проведение не одного дня, 24 мая, Дня славянской письменности и культуры, а целой серии мероприятий Дней славянской письменности и культуры. И методические рекомендации педагогам Софья Федоровна в этой книге, в этом пособии своем дает. Книга имеется в сети интернет, и ее можно будет скачать для тех, кому она понравилась. Итак, используем эту книгу в качестве страниц нашей заочной экскурсии. Мы вот эти книги, отрывочки из ее книги, из главы номер 7, мы можем использовать и в устной форме, то есть на основе этого сделать рассказ, вступительное слово учителя и выступление детей. Также мы можем использовать отрывочки из этой книги в качестве раздаточного материала детям. Дети читают отрывки, и на основе этих отрывков они рассказывают, что они поняли, что они нового узнали на каждой странице нашего путешествия. Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников. Благовещение, Пасха, День Победы. В чудесный хоровод вплетаются поэтические дни, недели славянской письменности и культуры, соединенные с праздником русского языка. Начинается этот праздник 24 мая, День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Готовясь к этим радостным событиям, давайте теплым весенним днем совершим небольшую поэтическую прогулку по Москве. Это введение в нашу экскурсию. Мы ее прочитываем в книге «Введение в храм слова». Итак, идея экскурсии. Мы путешествуем по самому центру Москвы, от памятника Александру Сергеевичу Пушкину, который находится на Тверской. Мы идем по Большой Димитровке, по улице Большой Димитровке. Посмотрите, этот путь обозначен точечками. Идем к памятнику под номером 3, памятнику святых равноапостольных Кириллу и Мефодию. И на нашем пути встречается еще один памятник, у которого мы останавливаемся. Это памятник героям Шипки. О чем мы будем говорить? Мы, конечно, будем говорить о Москве, как центре, сердца нашего Отечества России. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Эти слова принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину, и мы читаем их в романе Евгений Онегин. Также мы будем говорить о России, о тех народах, которые проживают, о дружбе народов, о тех проблемах, которые сегодня есть у нас, очень серьезных проблемах, о том, как эти проблемы решить, о русской культуре, о ее ценности и о необходимости ее сохранять. Вот, наверное, главная идея этой экскурсии заключается именно в этом. Снова обращаемся к книге Софьи Федоровны. Выйдем сначала на Пушкинскую, бывшую Страстную площадь, и положим с благодарным поклоном букетик весенних цветов к подножию памятника Александру Сергеевичу Пушкину. К нему не зарастет народная тропа. Перед нами открылась Пушкинская площадь города Москвы. На данном этапе нашей заочной экскурсии мы можем подготовить экскурсовода, учащегося, который бы подробно изучил, что находится на этой площади, какие находятся здания, как выглядит памятник Пушкину, каково его значение, какова история и так далее. Можем также и сами рассказывать. Это выбор самого учителя,
Поэтому мы можем даже фильм показать об этом памятнике, отрывочек из фильма. Здесь уже воля самого педагога. Итак, первая страница – это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Пушкинская площадь. Наверное, нет ни одного москвича, который бы не знал, где находится памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И не только москвича. Практически все люди, которые приезжают в Москву и планируют какое-то время в ней побыть, они обязательно стремятся побывать на этом месте. Почему? Потому что Пушкин – это явление очень необычное, это явление самого высокого порядка и культурного, и духовного, и нравственного. Именно у этого памятника влюбленные назначают свидания. Люди, которые хотят встретиться, они назначают встречу у памятника Пушкину. И это все не случайно. Мы подходим ближе. И перед нами во всей своей красоте и величии открывается памятник великому русскому поэту. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему растет народная тропа, вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа». Конечно, здесь мы читаем стихи Александра Сергеевича Пушкина и его бессмертный памятник, когда он сам, наверное, как будто бы даже предсказал появление его здесь, в самом сердце Москвы. И почему именно Пушкин? Почему отсюда мы начинаем наше путешествие и проходим к памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию? Потому что святые равноапостольные Кирилл и Мефодий заложили основы, а Александр Сергеевич Пушкин эти основы разработал, развил, воплотил, реализовал. И по заслугам мы называем его родоначальником великой русской литературы, и мы называем его родоначальником того языка, на котором говорят русские более 2 столетий. И не случайно самое главное определение, которое дали нашему поэту, это «солнце русской поэзии». Пушкин – это наше все, говорил Федор Михайлович Достоевский. Именно здесь мы говорим о русской культуре, о русской литературе, о величии Пушкина и его поэзии, читаем его стихи. И Софья Федоровна предлагает нам следующее. Обойдем вокруг монумента великого поэта, чьи строки его пророческого стихотворения прозвучали давно. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня в сосущий мне язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. Как велика была Русь, и сколько разных народов ее населяли, Пушкин показал в предельно сжатой плотной строфе. Можно представить это на географической карте. Финны в большей своей части теперь живут в собственном государстве Финляндии. Тунгузы живут на самом севере России, а калмыки в центральном Поволжье. А что же гордый внук славян? Где он теперь живет и читает ли Пушкина? Далеко не каждый русский первоклашка знает, что славянин – это прежде всего он сам и весь его род. Еще раз обратимся к этим строчкам из пушкинского памятника. Вы посмотрите, пожалуйста. Величие Пушкина и его гениальность в том, что он не унизил ни один народ, он не поставил и никого не возвысил. Все народы, которых он перечисляет, они находятся в одной строфе, они соединяются союзом «и». Они все равноправны, они имеют право, они живут в России и имеют право жить, развиваться, иметь свою культуру, свой язык и
он надеялся, что и читать его произведения. Мы выполнили рекомендацию Софьи Федоровны и посмотрели на карте. Вот строчки, которые только что прозвучали, они высечены на памятнике с обратной стороны, сзади памятника, и являются исключительно важными. Вот эти строки. Мы видим народы, все они по-своему интересны, красивы, богата и замечательна их национальная одежда. И все они, я надеюсь, читают и любят творчество Александра Сергеевича Пушкина. Он об этом мечтал, что пройдет много лет, но он будет жив, потому что он чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Пушкин видел достоинство своей поэзии именно в этом. Чувства добрые я лирой пробуждал. Экскурсовод может нам рассказать очень интересные факты, которые не знает большинство из нас, что эти факты связаны с историей памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Ну, например, создание памятника великому поэту было настолько важным, что конкурсы проводились 3 года, и памятников Пушкину разными скульпторами было создано много. Вот здесь мы видим эти памятники. Это 1873, 74, 75 годы. И выбирались лучшие из лучших памятников. И в конце концов было выбрано 3. И из 3 был выбран 1. То есть памятник Пушкину мог быть другим. Но он по воле судьбы стал именно такой, и автором этого памятника является замечательный скульптор Опекушин. Еще интересный факт. На памятник было собрано народом, это были только народные деньги, 160 575 рублей. Что это была за сумма? Это сейчас для нас она большая, а по тем временам, по российским меркам, она была баснословная. Почему? Потому что, ну вот аналоги, например, перчатки, обычные перчатки можно было купить за 12 копеек, а корову можно было купить за 2-4 рубля. То есть и народ эти деньги собирал. И не только богатые меценаты, но и простые крестьяне, горожане, купцы, все внесли свой вклад в создание памятника Пушкина, собрав вот эту сумму. Еще интересные факты открывает нам экскурсовод. Он рассказывает нам об Александре Михайловиче Опекушине, о том, что инициатором создания памятника поэту был Василий Андреевич Жуковский, друг Александра Сергеевича Пушкина, тоже поэт, вы все знаете его. И как не рассказать о его творчестве, о их дружбе, о том, что Василий Андреевич Жуковский подарил поэту свой портрет, вот который мы здесь видим, к сожалению, вы его не видите, но вы увидите его на презентации, на котором была надпись «Победителю, ученику от побежденного учителя». Также мы можем узнать о том, что на открытии памятника, а вот эта картина как раз изображает нам памятник, изображает нам как раз момент открытия памятника, это было 6 июня 1880 года. Вы посмотрите, какое огромное количество людей находится на этой площади.
Здесь присутствовали очень интересные люди. Во-первых, руководил созданием этого памятника, его постановкой, принц Павел Георгиевич Андельбургский. Вот мы его видим фотографию. Присутствовали два лицеиста. Один из выпуска Александра Сергеевича Пушкина, это последний лицеист, оставшийся в живых, князь Александр Михайлович Горчаков, а также представитель другого выпуска лицеистов, это Яков Карлович Грот. На открытии Пушкина присутствовало достаточно много великих русских писателей. Это Федор Михайлович Достоевский, Иван Сергеевич Тургенев, Иван Сергеевич Аксаков и Ключевский. И также дочь, старшая дочь Александра Сергеевича Пушкина, Мария Сергеевна Гартун. Поэтому на данной странице нашего заочного путешествия у нас очень большой интересный материал. Возвращаясь к национальной теме, мы все-таки еще раз обратим внимание на то, что Александр Сергеевич Пушкин, во времена Пушкина не делились так четко русские, украинцы, белорусы. Был один народ, русский народ. И это были только различные, ну, можно сказать, как племена, что ли. Вот поэтому, открывая страницу в книге Софьи Федоровны Ивановой, мы прочитаем об этом так. Во времена Пушкина русские, украинцы и белорусы в едином государстве, без границ и таможен, они молились в одних православных храмах. И хотя есть некоторые языковые и культурные различия у братских славянских народов, но всегда превыше всего было славянское братство. В единую славянскую семью исторически входят и многие другие народы, постепенно расселившиеся по разным странам. Какие славяне ушли на запад, какие на юг, какие на восток. В сжатой поэтической форме перечислил эти народы поэт Серебряного века Константин Бальмонт. Рус, чех и ляг, и серб, 4 брата, но между гор, лесов, полей, равнин забуду ли в столетних мглах судьбин болгара и словака и хорвата. Я славянин, моя семья богата. Вот данная страница позволяет нам поговорить о тех проблемах, которые есть в нашем современном мире, о том, что сегодня происходит Мы разделены, и мы, между прочим, разделены искусственно, больше искусственно, политиками, которые заинтересованы в том, чтобы мы были не единым народом, не единой страной, великой славянской страной, а вот поодиночке, как говорится, разделяй и властвуй. Вот что сегодня на Украине происходит, какие проблемы с белорусами, но это здесь уже материал для размышления самому учителю. Итак, наше путешествие продолжается. Мы идем по Большой Димитровке. Здесь можно использовать видеоряд, но и также можно использовать видео, которое можно найти в интернете. Сноски эти имеются в данной презентации. То есть мы идем по Димитровке, как часто в горестной разлуке, моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Мы не можем не думать о Москве, мы не можем не мечтать побывать в Москве. И поэтому, открывая страницу книги Софьи Федоровны Ивановой, мы читаем следующие слова. Итак, попрощавшись низким поклоном с нашим великим Пушкиным, держим путь к еще одному замечательному памятнику, воздвигнутому скульптором Вячеславом Клыковым на Славянской площади всего 20 лет тому назад.
Идти к нему от Пушкина недалеко и очень приятно. Пока мы спускаемся к Китай-городу, по старинным московским улицам, Пушкин провожает нас своей затаенной улыбкой. Ведь по этим улицам и бульварам он много раз хаживал и воспевал их в своих поэтических произведениях. Его памятник и пророк звучат в нашей душе, пока мы шагаем по весенней Москве. Итак, мы шагаем по весенней Москве. Улица Большая Димитровка. Вот здесь вам представлен видеоряд. И экскурсовод, хорошо подготовившийся экскурсовод, нам может рассказать, какие здания здесь находятся, что в них было раньше, какие великие люди в них проживали. И еще раз повторяю, можно посмотреть видео, где как раз автор идет по этим же самым улицам и рассказывает нам об этих же самых зданиях. Мы проходим эту улицу, и цель нашего путешествия – памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Что из себя представляет этот памятник? Кто его создатели? Вот здесь мы видим. Это скульптор Вячеслав Михайлович Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Памятник был открыт 24 мая 1992 года в День славянской письменности и культуры. Как выглядит, здесь тоже написано, как выглядит фигура. Это крест, который действительно несли святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Это книги, это азбука, которую они создали. Все это на данном памятнике мы видим. Ой, простите. Много лет тому назад наши братья-болгары положили начало этой прекрасной традиции. Идти к памятнику. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия собираться именно у этого памятника. В Болгарии завершается школьный год. Великолепным ярким шествием выходят учителя, ученики, родители на улице Софии. Дети и взрослые несут хоругви, знамена, самодельные флажки со славянскими буквами, стихи и молитвы, прославляющие просветителей славян. Братья, Двоицу Святую в сей день радостно почтим, просветителей честную память светло совершим, песню хвальную, всегласную, да восхвалим их. Радуйся, Кирилле, радуйся, Мефодие, радуйся, славянских стран апостолов. И вот мы очень надеемся, что эта замечательная традиция из Болгарии когда-то будет и нашей замечательной традицией. Ну, например, в Сыктывкаре. Почему бы нам в день окончания школы, окончания школьного года учебного, 24 мая, не пройти к памятнику, который находится на храмовой площади города Сыктывкара, у храма, у Стефановского собора. И там порадоваться и поблагодарить святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за то, что мы благодаря им имеем возможность учиться, получать образование, получать профессию и так далее. Чудесная традиция празднования Дней славянской письменности возрождена и в России. Мы вплетаем в этот славянский венок свой русский цветок, праздник русского языка. Готовимся мы к этому празднику заранее, уча и повторяя стихи, оды, молитвы во славу великих учителей славянских. Мы надеемся на это, что наши педагоги все-таки поднимут это знамя высоко и пронесут, потому что мы не можем не благодарить в этот день святых и равноапостольных Кирилла и Мефодия за тот великий труд, который они совершили. Вот и Китай-город. Прямо перед входом в метро, в начале небольшого тенистого скверика, возвышается памятник героям-защитникам Плевны. Он воздвигнут во славу русских воинов, жизнь свою положивших за братьев болгар при защите от турецких захватчиков болгарского города Плевна. В
постамент этого памятника влиты осколки снарядов, вынутые русскими и болгарскими хирургами из ран защитников города. Постоим перед этим монументом, склонив головы, и тихо помолимся об упокоении душ наших храбрых и честных предков. Да будет им всем вечная память. То есть на пути к памятнику святым равноапостольным Кирилла и Мефодия мы видим еще один памятник в центре Москвы. И поэтому мы останавливаемся именно у этого памятника. Здесь также подготовленный экскурсовод или сам педагог рассказывает о том, что из себя представляет данный памятник. Данный памятник является часовней, и он находится почти у самых стен Кремля. Памятник героям Плевна. Поставлен этот памятник в 1887 году. И здесь, в этой часовне упоминаются за упокоение все погибшие 10 тысяч русских солдат. 10 тысяч полегло в Болгарии только при защите одного города. И поэтому здесь мы тоже постоим и возложим здесь цветы. На данной странице о чем нам рассказать? Мы рассказываем, какие события произошли в 1878 году. Мы расскажем о замечательном полководце генерале Скобелеве. Вот здесь картина Кившенко, дача Плевна. И мы будем говорить о том, что Россия защитница всех славянских народов, и не только славянских. Нам достаточно вспомнить русскую историю хотя бы 20 века. Сколько народов, сколько стран освободила Россия от черной чумы, от коричневой чумы, от фашизма. И здесь, на этой карте, мы видим, что славяне делятся на западных, восточных и южных. Восточные – это мы, русские, украинцы, белорусы. Западные славяне – это поляки, чехи, словаки. А южные славяне – это болгары. И вот как раз история защиты Плевны, она связана с теми трагическими и героическими событиями, которые произошли в Болгарии. Защита и освобождение Болгарии от османского ига, от турецкого османского ига. Славянский мир – это не только западные, восточные и южные славяне. Славянский мир – это целая славянская цивилизация. И вот здесь поговорить об этом можно на основе данного слайда. Обратите внимание, здесь флаги всех государств славянских. Они, посмотрите, очень многие похожи. Словения, Хорватия, Словакия, Сербия, Чехия, Россия имеют практически одни и те же цвета. И это не случайно. Но, наверное, из всех этих народов очень вызывает боль и трагедию это Сербия, которая очень испытывала много трагических, у которой очень много трагических страниц в 20 веке, которая подверглась бомбардировке стран НАТО. И здесь Россия, которая была в 90-е годы ослаблена, растоптана, разделена, она все-таки сумела и здесь защитить маленькую Сербию. Когда наш русский спецназ высадился в Сербии и стал перед лицом стран НАТО, то Сербия, в общем-то, здесь вот этот беспредел, который был в Сербии, он был остановлен. Итак, мы постояли у памятника
у памятника защитникам Плевны, подивились красоте этой замечательной часовни, ее величию. Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы, писал Федор Глинка. Мы идем к памятнику, к нашей последней цели, памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Теперь конечный путь нашего пути уже совсем близок. Медленно спустимся мы по скверику вниз, повторяя про себя строчки от Алексея Хомякова. Под них очень хорошо шагается. Вот и сам памятник просветителям славян, святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. На высоком постаменте, в котором горит неугасимая лампада, возвышаются фигуры святых. С любовью и благодарностью в наших сердцах подойдем к памятнику, положим букетики цветов, передав эстафету памяти от Пушкина и героев Плевны славянским просветителям, восславим их подвиг замечательными поэтическими строчками оды Алексея Хомякова. И давайте с особым молитвенным чувством прочитаем самые важные сегодня строки. Будьте же славянству звеном единения, братья святые Мефодий, Кирилл, да осенит его дух примирения вашей молитвой пред Господом сил. То есть Алексей Хомяков пишет здесь о том, что святые равноапостольные Кирилл и Мефодий являются молитвенниками перед престолом Божиим за все славянские народы, в том числе и за нас с вами. Итак, Славянская площадь. Славянская площадь города Москвы. Именно здесь и находится памятник святым братьям-просветителям славян. О том, что находится еще здесь, какие здания, какие храмы, здесь рассказывает наш третий экскурсовод, которого мы готовим. Мне хотелось бы остановиться еще на одном факте, который тоже, наверное, не все знают. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия у этого памятника собираются послы всех славянских народов, чтобы почтить память просветителей. Посмотрите, вот одна из фотографий, где сфотографированы они на память, и это замечательная традиция. То есть она еще раз подчеркивает, что мы, славяне, должны объединиться. Мы представляем собой единое славянское братство, несмотря на те противоречия и различия в наших культурах и в наших языках. Наша экскурсия подошла к концу. Мы узнали много очень интересного о Славянской площади и о памятнике святых равноапостольных Кириллу и Мефодию, о их деятельности, о их подвиге. И завершаем нашу экскурсию словами Михаила Юрьевича Лермонтова. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Заканчивая экскурсию, открываем последнюю страницу 7 главы книги «Введение во храм слова». Вот и совершили мы наше литературное паломничество и можем считать себя готовыми к празднованию недели славянской письменности и культуры. Время у нас еще есть, чтобы подготовить флажки со славянскими буквами, написать к празднику интересные творческие работы. И чтобы воодушевить вас на творчество, приведем эту поэму, которую сочинили наши ученики со своими родителями еще в самом начале возрождения на русской земле общеславянского праздника памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Итак, мы прочитаем отрывочек из поэмы, которую написали ученики Софьи Федоровны Ивановой. Много лет прошло с тех давних далеких пор, много вод стекло в море океан, а тот подвиг жив сквозь века прошел,
и в звучании букв воплотился он. Ой, давным-давно, 1000 лет назад, к императору да великому человек пришел из Моравии с болью, с просьбой за народ, за свой. Вести, проповедь, да понятную, чтоб с Христом он мог разговоры весть. Не случайно же выбор пал тогда на Кирилла свет да Мефодия, братьев Солунских с Македонии. Господь сам выбрал святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на служение перед всеми славянскими народами. Вот такая интересная мысль. И еще хотелось бы сказать о том, что памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, который был заложен нами сначала как памятный камень в маленьком таком уголочке вот этой площади у Стефановского собора, он сейчас вознесся гордо около часовни здесь, и мы видим этот памятник в городе Сыктывкаре, к которому мы призываем прийти всех неравнодушных людей в день 24 мая, чтобы почтить их память и участвовать и в гражданском митинге, и в молебне, который будет проведен архиепископом Сыктывкарским Лукхинским Петеримом. А также на этой площади мы найдем еще 2 памятника. Это памятник Стефану Просветителю Комизырян и памятник покровителям семьи, это святым князьям, князю Муромским, святым княгине и князю Муромским, Петру и Феврония. Вот очень интересно, можно поразмыслить и написать работу, сочинение или какое-то размышление о том, почему эти 3 памятника находятся около нашего центрального собора, какова их связь, какова связь памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и памятнику Стефану Пермскому. Тоже очень интересная тема для исследования детям. Так. Ой. Итак, вот на данной странице презентации те сайты, откуда взяты материалы для подготовки вот этой презентации и этой методической разработки. Пожалуйста, обратитесь, я буду очень рада и признательна вам, если кому-то из вас этот материал приглянулся, и вы захотите его использовать в работе с вашими детьми. На этом я с вами прощаюсь. Я благодарю вас за внимание, за терпение. Простите, если были какие-то огрехи, но бывает у нас и технические, и другие неполадки. Я призываю вас всех принять активное участие в Днях славянской письменности и культуры. Всего вам доброго, до свидания.